Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер», и сегодняшний наш выпуск целиком и полностью посвящен футболу. Самой популярной, самой массовой игре в мире. Сегодня у нас в гостях человек, который знаком вам по предыдущим выпускам нашей передачи, Сергей Мартынов. Это я. Да, и Михаил Чепрасов. Михаил Чепрасов родился в селе Нелемное в Верхнеколымском Улусе. Окончил ЕГУ по специальности учитель математики и информатики. Выступал за сборную молодежи города Якутска по футболу. Работал в школе высшего спортивного мастерства, а с 2012 по 2014 год был генеральным директором футбольного клуба «Якутия». Ты рассчитывал, что твоя жизнь будет связана со спортом? Ты только правду рассказывай, пожалуйста. Да, только честно. Я не рассчитывал, это пришло как-то само. Закончил университет, хотелось чем-то заниматься помимо работы. Ну и стало получаться, заметили меня, пригласили. Мне тогда уже было, не соврать, 27 лет. Мы взяли в сборную молодежки Республики Саха-Якутии. Побывал с командой в Магадане. Ну, очень хорошие парни. Кто-то закончил сейчас футболом. Кто-то продолжает играть на республиканских соревнованиях. В Магадане вас выпустили и потом... Ну да, нас как бы отправили туда, очень хорошо приняли, вообще шикарно. Серега, мы с тобой, когда познакомились, еще учились в школе в 11 классе, я вспоминаю, что без футбола вообще не обходилось в те дни. Ну тогда много без всего не обходилось в те дни. Так, стоп, мы про футбол говорим. Давай, рассказывай, как футбол вошел в твою жизнь. Футбол вошел в мою жизнь очень резко. Это было в 5 классе. Нас взрослые ребята позвали поиграть. На самом деле им нужно было просто пушечное мясо. Я тогда стоял на воротах, один друг бежал очень быстро в мою сторону, а я вратарь, я же должен поймать мяч. Я исполнил свою роль очень красиво, я прыгнул, упал, мяч, конечно, упустил, но вот друг меня не упустил. Он пнул меня по голове, и это... Как бы с тех пор я играю. И вот футбол так вошел в жизнь Сергея Мартынова. Да, с тех пор футбол мне очень понравился. Очень понравился. У нас в последние годы наблюдается такой конкретно заметный рост популярности футбола. Если в Москве во время чемпионата какого-нибудь, где участвует сборная России, можно просто вечером высунуться в окно и послушать. По крикам можно сразу же догадаться, кто играет, против кого и кто выигрывает. Вот такого раньше не было, и такое вот я сейчас начал замечать даже в Якутске. Ну, Якутск возьмем, самое главное, это был бум, это 2008 год. Да. Все вспоминаем, когда... Евро, когда был и Аршавин, уже совсем другой Аршавин, молодой, перспективный, он бежал, забивал. Все с ума сходили, это было просто по всей России, даже Якутск. В 2008 году был толчок, хороший толчок к развитию. Благодаря этому некоторые команды появилось финансирование, детские школы заработали, все. Но после этого толчка сейчас на данный момент показывается какой-то некий спад, чего-то не хватает. Нет школ хороших. Мы утратили школы, которые выпускают высококлассных футболистов. Вопрос в том, что же теперь делать? Выращивать, наверное, своих каких-то... Ну, вот насчет выращивания, например, у нас в Якутске действительно с каждым годом все больше и больше любителей футбола. Ребята... Те, кто раньше занимался чем-то непонятно чем, они все больше приобщаются к футболу. Все предпосылки к тому, чтобы появилось что-то хорошее из этого, уже есть. Если ты говоришь, будут очень много играть и все остальное, возьмем Германию, Бундеслига. На каком уровне сейчас у них футбол? Почему немцы номер 1 сейчас идут, сборные особенно? Они создали просто систему. Открыли школу во всех точках, во всех уголках. И в конце концов в сборную молодежку попадает лучшие из лучших. Наша команда формировалась здорового футбола. Ребята после работы собирались. Как говорить, погонять просто так мяч, сбросить лишние килограмм. Потом возникла идея создания клуба. И на следующий же год заявились в первой лиге. И начали зваться командой «Экстрим». В команде «Экстрим» играют 32 человека. Центральный полузащитник команды Стас Петров называет «Экстрим» своей семьей. В команду его пригласил друг, и теперь Стас не может представить себя вне футбольного поля. Его цель – выигрывать. Я опорник, центровой.
Играю в центре, раздаю пасы. Могу назад, могу вперед. Как бы постоянно с мячом, мне это нравится. Работа с мячом. Щитки, гетры, кроссовки. Самое главное. А так, конечно, на играх выступать, играть это уже шорты, футболка, надписи, номера. Это не суть. Главная игра. Центральный нападающий Антон Хашев приехал из Украины в Якутию. Играть в экстрим его позвал вратарь команды. Я довольно-таки недавно в команде, поэтому роль мою определяет тренер. Вот. Пока хочу просто максимум приносить пользу команде. Ну, например, у нас на родине это основной вид спорта. У нас играют от мала до велика все футбол, поэтому он в крови у нас, мы его любим душой. Some say if you don't go, then you won't know how to let go when you gotta let it swerve. Кумиров как таковых нету. Просто наблюдая за ними. Месси. Не Роналдо, Месси. Криштиану Роналдо. Ну, раньше Месси нравился, но он надоел уже, он с другой планеты, мне кажется. Главное, что ты умеешь уже. Оно от природы, у каждого есть какие-то свои качества. У кого-то техника есть, присутствует какая-то скорость. Вот. Ты выбираешь позицию и уже стремишься. Оно само собой приходит. Главное отдавать очень много времени, сил. Футбол играю с детства. Люблю. Футбол это футбол. С апреля у команды появился профессиональный тренер Александр Пшенников. Под его руководством команда стала стремительно развиваться. В минувшем летнем чемпионате Якутска игроки экстрима заняли 2-е место и чуть не попали в высший дивизион, но в четвертьфинале уступили конкурентам, проиграв со счетом 3-2. На будущее, я смотрю, команда очень хорошая, потому что у нее хотение сильно большое забивать, играть и выигрывать. У нее дух футбольный внутри есть, видно. Главное желание до последней капли выкладываться полностью на поле, доказывать на тренировках тренеру то, что ты можешь. И почему бы нет? У всех есть, у каждого есть шанс. Как происходит процесс жизни клуба? Есть, я знаю, футбольный клуб, там люди играют в футбол. Логично предположить. Это, я так понимаю, только вершина. Ну, как говорят, там есть серые кардиналы, которых вообще никто не видит, никто не знает. Это люди, которые сидят у руля, руководство очень грамотное. Если брать, как это все работает, начинается все сезон. Нужны футболисты, начинаешь приглашать молодых, перспективных. Если брать команду из Якутска, то это делается обычно на базе ФК Якутия. Где-нибудь в этом году это проходило в Москве. Почему в Москве? Не надо никому ничего оплачивать. Футболисты сами приходят на тренировку, говорят, я там Коля Иванов, я хочу попасть в вашу команду. Хорошо, его записывают, смотрят 2 дня. Обводка была у него хорошая из 2 дней. И тренер или там помощники из тренера штаба, они поняли, что возможно из него что-то можно слепить, его, скорее всего, оставят на неделю, дальше посмотрят. И вот так формируется, порядка 30 человек остается, ну и в конце концов подбирается оптимально 2 состава, где-то 22 человека. Помимо этого же мы приглашаем своих молодых. Вот у нас есть нейринг и школа, поэтому обязательно приглашаем, потому что футболист никогда не вырастет, сидя со своими ровесниками. Ему надо расти с мастеровитыми футболистами играть, видеть другое, видеть жизнь эту, хотеть также заниматься, ездить. Вот такая кухня. А футбол – это последний легальный способ купить негра. Расистская шутка от Сергея Мартынова. Должен был это сказать. Что тебе дала работа с футбольным клубом Якутия?
так масштабно? Кроме лысины. Ну, кроме лысины, да. Ну, во-первых, я познакомился с Сергеем. Это сомнительное достижение. Это сомнительно, может, но это хороший друг. Ну, то есть друзья. Друзья, помимо этого, опыт, во-первых, работы в коллективе. А на самом деле это было весело. Веселые годы, эти были поездки, эти трудности, которые мы преодолевали. Это впервые мы пробивались в Российский футбольный союз, когда нас никто не хотел вообще туда впускать. Нас просто выгоняли. Добивались, и на данный момент нас там встречают всегда с улыбкой. А так, это большой опыт. Футбол, на самом деле, дорогие друзья, футбол – это такая красивая штука, это очень интересно, очень весело, занимательно, развивает всесторонне. Вы будете всегда в прекрасной физической и духовной форме, если будете заниматься спортом, в частности, футболом, как я. Я ждал этого окончания. Мы сейчас все-таки говорим про футбол, живем в России. Давайте хотя бы вспомним легендарных, вот когда у нас команда была. Титов, вот, да, Юртин. Вот какие люди у нас были, какая сборная команда, как у нас «Спартак» Москва играл против «Реала». Любая команда из российской футбольной лиги была конкурентоспособна, могла любую команду остановить. И показывали неплохой футбол. И действительно, Миш правильно сказал, все у нас было. У нас была и хорошая школа, и хорошие команды. И вспомните, и сборная России забивала сумасшедшие мячи сборной Франции. «Спартак» выигрывал 4-0 «Реал», «Арсенал», «Барселону», наши «Зенит». И у нас очень были клевые команды. «Динамо» тащила. Мы ждем того момента, когда наконец-то будут показывать результат там, в большом футболе, когда наши команды оживут наконец-то. Былую силу такую примут. Футбол, он социально несет такую некую разгрузку. Например, ты весь день работаешь, стоишь у станка или сидишь там, печатаешь, спина болит. Но когда приходишь на поле, там, с друзьями где-то встречаешься, ты просто забываешь о проблемах. 1,5-2 часа этого футбола снимает полностью нагрузку. Ты приходишь домой спокойный, уравновешенный и довольный. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Пишите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ свои замечания, свои впечатления по поводу сегодняшнего выпуска. Сегодня у нас в студии были Михаил Чепрасов, Сергей Мартынов. Спасибо, что пришли. Всем пока! Всем пока! Tonight, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it.